Студия Романа Пестерева представляет. Вы смотрите телеверсию первого онлайн-журнала в Якутске «Умный город». С вами Елена Аргунова. 4 июня временно исполняющий обязанности главы республики Егор Борисов подписал указ о благоустройстве территорий населенных пунктов республики. Подробнее об этом смотрите далее. Год за годом наша республика становится лучше, современнее, комфортнее и чище. Якутия является регионом интенсивного развития. Она занимает лидирующее положение на Дальнем Востоке. Глобальной целью сейчас является повышение уровня жизни населения. Правительство заинтересовано в том, чтобы люди не покидали своих сел, чтобы у них была хорошая работа и налаженный быт там, где они родились, где их корни. Почти 500 миллиарда рублей республика будет ежегодно вкладывать в благоустройство населенных пунктов Якутии. И это не считая тех средств, которые уже выделяются муниципальным образованием в рамках пятилетки устойчивого развития села. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности президента Якутии Егор Борисов 4 июня. Отрадно, что буквально недавно вышел указ о благоустройстве. Очень приятно, что этому направлению уделяется большое внимание. Ежегодно на конкурсной основе будут отбирать не менее 100 населенных пунктов по всей республике для получения субсидий в размере 4,5 миллионов рублей. Таких денег республика на благоустройство городов, сел и поселков еще не выделяла. Но, само собой, деньги будут даваться не просто так. Есть условия получения субсидии, выполнение которых преследует еще одну цель, помимо создания комфортной среды проживания для якутян. Установлено, что координирующим органом по вопросу организации будет назначен Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Согласно данному указу, органы местного самоуправления обязаны создать свои координационные штабы, составить трехлетние планы реализации программы с софинансированием своими средств местного бюджета, с участием поддержки самих внебюджетных каких-то источников, закрепить участки, создать схемы уборки территорий с закреплением участков за соответствующими организациями и учреждениями, которые расположены на территории муниципального образования. Рекомендовано ежегодно организовать мобилизацию летних, молодежных и школьных отрядов по благоустройству уборки территорий, провести организацию и инвентаризацию бесхозяйного имущества. Рекомендовано общественным советом организовать контроль по выполнению этих мероприятий. Организационная схема указа предполагает полное вовлечение всех жителей и организаций в работу по благоустройству. Каждый гражданин сможет внести свои предложения при составлении планов через общественные советы. Каждая организация внесет свою лепту в облагораживание территорий. И не надо забывать про конкурсный отбор, который говорит о том, что деньги на благоустройство получат наиболее инициативные населенные пункты, жители которых способны мобилизоваться для решения проблем родного села или города. В этой работе всегда нужно опираться на население. Это наш, считаю, совместный проект, и именно они должны вырабатывать, так скажем, свои предложения, идеи. Жители, которые живут, они знают лучше, что им необходимо. Сейчас наши административные территории в лице глав, управ и пригородов предоставляют свой план. На основании этого плана мы должны уже составить свой бюджет на последующие 3 года по благоустройству. Министерство ЖКХ сейчас готовит положение о конкурсе. И в течение месяца это положение должно выйти. Мы, как управа Центрального округа, конечно, будем принимать самое активное участие в этом. Мы предоставили 3-летний план благоустройства нашего округа, куда вошли озеленение, вошло содержание скверов и парков. Также туда вошли уборка несанкционированных свалок, работа с бродячими собаками. То есть это такой некий комплексный план, который, я считаю, если мы реализуем, будет хорошо для всех. Мир не стоит на месте. Очень много различных новых технологий, которые позволят улучшить в целом городское пространство для жителей. Мы всегда ищем новые взгляды, новые технологии, какие-то другие моменты, которые позволят нам сделать что-то лучшее для людей. Я надеюсь, с принятием этого закона и вообще будем говорить, с координацией этих работ у нас ситуация с благоустройством, с внешним видом наших территорий и поселений городских округов улучшится, и нам станет комфортнее и удобнее жить. Республика последовательно и достаточно уверенно движется намеченным курсом, достигая пусть медленного, но неуклонного повышения уровня жизни людей.
Желание жить комфортнее оправдано для любого человека. Мы разные, но все мы жители Якутии, и мы хотим жить в комфорте, тепле и уюте. Студия Романа Пестерева. ТВ, интернет, билборды, кинотеатры, радио и газеты. Делаем рекламу быстро, качественно, креативно. Студия Романа Пестерева. Звоните 25 30 70. Кинотеатр «Центральный» и интернет-журнал «Умный город» объявляют о старте первого республиканского конкурса любительских фильмов «Шорты». Работы всех победителей конкурса примут участие во втором Якутском международном кинофестивале. Работы принимаются до 1 августа 2014 года. Подробно о конкурсе вы можете узнать на сайте кинотеатра киноцентр.су и на сайте журнала iGorod.pro. Главный приз – профессиональная фотокамера Nikon. Генеральные партнеры – кинокомпания «Алмаз Фильм» и ювелирная фирма «Керге». Генеральный информационный партнер – газета «Якутск вечерний». На этом мы прощаемся с вами. Вы смотрели телеверсию первого онлайн-журнала в Якутске «Умный город». Читайте нас на iGorod.pro.